и солнце, и всему живому хватало света и тепла. Но вторгся в наши благодатные места Торен Нижнего мира Аламагус. Его никто не видел, но мы догадываемся, что он чудовище, ненасытный обжора, может проглотить быка целиком. Глаза у него заведущие, руки загребущие. Но вот однажды кто-то ему рассказал, что в главной кухне с хозяйкой Ищет живет солнечная девушка Кюнейко. И захотела Аламагусу заманить ее в свое темное царство. И отправил он за нею своих слуг. Эти слуги, ухо, глаз и язык? Они самые обманули ее. Сказали, что в Нижнем мире цветы умирают без цвета. Дети чахнут без тепла. А была бы ты Кюнейко в Нижнем мире, согрела, осветила бы, оправились бы дети и цветы. Никто не успел сказать Кюнейко, что люди из Нижнего мира никогда не возвращаются. И она ушла с обманщиками. И на земле стало сумрачно и прохладно. А цветы и дети Нижнего мира, с ними что случилось? Вот и ты, как Кюнейко, поверила. С ними ничего не случилось. Там не было ни детей, ни цветов. А говорят, А кто говорит, а? это правда сказано? Это подлая ложь. На самом деле. Бла-бла-бла-бла. Ты что? Что делаешь? Ой, язык сам болтал. А может, и впрямь полюбила Кюнейко Нижний мир, да? Богатство под землей изрядное, полные закрома золота, серебра, самоцветов разных, красоты невиданной. Красоту Нижнего мира. Не мешает тебе? Явились, не забылись слуги Таяна Аламагуса. Да, мы верные слуги. И без нас Наш Таян зло творить не привык. Да-да-да, и без нас наш Таян зло творить не привык. Я муха Таяна. Я глаз. А я его живой язык. Подслушивать это мы брат. Подсматривать это мы вмиг. Мы чистое зло без прикрас. Хотя так обманем нашли. Видите, какие они на самом деле помощники ненасытного обжора. Дорогого Аламагуса. Между тем, в главной кухне хозяйка Камелек и чудо-посуда горюют о солнышке Кюнейко. Чует мое сердце, что чего-то не договаривают слуги Аламагуса. А если заболела солнышко Кюнейко? А если не захочет она их больше на шею? Не может быть. Она же каждый день
что-нибудь новенькое заказывает. То оладьи, то саламат, то чугун, то керчик с земляникой. Мясо вареное, жареное, печеное. Стегнами отправляем. Скоро все наши стада кончатся. Думается мне, что ничего из всего этого Кюнейко не достается, а все съедает сам Аламагус. На слуги-то болтай. Хорошо, солнышко. Поправилась, говорят. Стала поперек себя шире. В обычные двери уже не влазит. Ой, не верю я тюркским слугам. А если заперти, там держит бедняжечку, если Кюнейко домой не вернется, то большое солнце совсем от нас отвернется. Лютый холод на срединную землю нагрянет. Сказке придет конец. Коровы перестанут доиться, вода в реках вымерзнет. Высохнет. Голод наступит, и видать нам саламат. Есть там оладьи. Сметана, не масло. А куприщи забудем. Все съест, проглотит, обжора Аламагус. Дорогу! Дорогу слугам великого Тойона Аламагуса. Пришли сообщить мы о новом заказе. К вечеру вы должны постряпать лепешку. Большую, пышную, румяную. Такую? Еще больше! В рост человека! Мужчины! Неужто солнышко такую лепеху съест? Бодя, не одна же есть будет. Угостит дорогого Тойона Аламагуса. А тебе что, жалко, хозяйка Ащит? Жадная ты. Сами уж жадные. А я знать хочу, как живет солнышко Кюнейко в Нижнем мире. Добро ли там? Добро, знай, копится, то и он богаче становится. Солнышко копится? Глупая ты, хозяйка щит! Добро! Это же богатство! Вот оно и копится! А Кюнейко на добро падкая. К нам, слугам, прижимистая. Ничего сверхдоговоренной платы за наш тяжкий труд у нее не выпросишь. Это что же за тяжкий труд у вас? А приказывать вам от имени Аламагуса, а следить за вами, чтобы по законам Тойона жили. А еду ему таскать, скажешь, не тяжко? Хватит нам разговаривать, идти нам пора, чтобы к вечеру лепешка была готова. Не то! Не то, ваша Кюнейко не захочет вернуться. Навеки погаснет ваш свет. Не верю, что Кюнейко, добрая девочка моя, злой и жестокой стала. Ай-яй-яй-яй-яй, придется рассказать Кюнейко, как ты ее обзываешь. Как обзывает? Злой и жестокой. Взять и обозвать хорошего человека. Хотя ты как-нибудь чуть-чуть. Да что ж с вами спорить? Все слова в свою выгоду переворачивать. Идите уж. Сатва. Хотя будут отсюда. Аюай, а потом. Да, вот. Борись, а не просто придется петь. Еще немного, солнечная девушка погибнет в вечной мерзноте. Что же делать, а? Надо думать, ага, а вот так. Думать. Придумала! Что? А нет, не пойдет. А может уговорить какого-нибудь силача? Уговаривали, но никто не согласился. А если попробовать вылепить богатыря? Без чего? Естественно. Без теста. Так, вот эта идея, молодец. Как
раз в главной кухне приготовили тесто на большую лепешку в рост человека. Надо сказать хозяйке Аще вымесить, вылепить богатыря. Человек не может без души. А мы ее здесь соберем. Из чего? Из доброты срединной земли, из нашей любви к ней, из высоты мудрости неба. Душа человеческая из нежности, доброты и мудрости создана. Главное из любви. Войдите. Здравствуйте, Радочки-то. Цветы. Давно не видели, здравствуйте. Какие новости у вас? Не новости, а предложение. Надо богатыря вылепить. Какого богатыря? Зачем? Чтоб коньяко спасти. От кого? От Аламугуса. Что случилось? Ей там плохо? Очень худо. Ой, самоцвета устала перебирать. Да нет же, бедняжка плачет, домой просится. Ее никто не пускает. Говорила я тебе, а ты не верил. Мучается солнышко в Нижнем мире. Ай, бедные мы, ай, несчастные, ай, бедные мы, ай, несчастные. Перестаньте причитать, надо богатыря лепить. Из чего? Из теста. Так оно же для лепешки большой, в рост человека. А, поняла. Мы из этого теста вместо лепешки богатыря вылепим. Вылепим! Вылепим-то вылепим. А где душу возьмем? А мы ее здесь собрали, на срединной земле. И небо нам помогло. Вот она, душа богатырская. Светится, как огонек. Душа человеческая из нежности. Она хрупкая, мускулов у нее нет, но силу имеет немалую. В чем же сила ее? В любви. Не сомневайтесь, выпечем богатыря, на ноги поставим. Чё там посуда? Стройся! Эй, вперед, обшарованы, ты не шибко далеко, выйдем мы с тобой отважно. Воевать, урой, урой! Тесто поднялось. Пора действовать. Богатырь, расти красивый, миру толстый и румяный, как лепешка разошла, как оладьи скороспелый. Ой-ой, там
лучик откуда-то пробился. Наверное, из мышиной норки. Лучик, братец мой дорогой, мерзну я. Попробуй хоть немного лед надо мной растопить. Чуть согреть меня. Прости, сестрица, не могу. Маленький я, слава, тучи надвигаются. Вот-вот, совсем меня закроет. Тетка Туча, ты сильная. Может, прольешься теплым дождем в мышиную норку. Разрушишь лед. Где мне с льдом тягаться? Ветер сильнее меня далеко уносит. Ветер, друг ветер, если ты сильнее тучи, почему бы тебе не подуть сюда теплом? Но не такой уж я сильный нынче. Всей силы моей только и хватает, чтобы огонь в камельке раздувать, да любопытную тучу отгонять от трубы над кухней Срединной земли. Терпи немного, сестрица, богатырь спасет тебя. Не спасение, а гибель моя близка. Прощайте, друзья мои, Аламагус идет. Что? По-прежнему капризничай? Отказывается есть? Не слушается глупая девчонка Аламаус. Фигуру, наверное, бережет. Супермодель. Избаловали ее на серединной земельке. Еще едва поплачет, пострадает. Ага, как мучается совесть у нее, так она и засветится. Моя совесть чиста, пусть ваша мучается. Нечему у нас мучиться. Бессовестные вы! Чего тебе надо? Нарядных платьев, украшений, заморской еды? Каждый день одно и то же спрашиваешь. Вели освободить меня. Нет, сбежишь. А вот если согласишься посмотреть на мои подземные богатства, тогда не сбежишь. Ничего мне от тебя не надо. Ой, ничего не надо, только 3 наряда. Нет таких людей, которые ничего не хотят. Вот у меня, богатого Тайона, есть все. Но я постоянно чего-то хочу. Потому что ты жадный. А кто не жадный? Я жадный, слуги мои жадные, они все жадные. Все хотят. Все, что нужно, все, что не нужно, поедать, поглощать, питать, жрать, лопать, высыпать, лужать. Все мечтают, как я, поступать. Я соловьями всем скомороху, вместе с супом котел кручу. У меня ненасытная глотка, что увижу, я не хочу. Выходи-ка за меня замуж, Гюнейко. Скорее умру, чем стану твоей невестой. Почему? Разве не красив я? На мой взгляд, красивее некуда. Или старый я? Никогда не слыхал, чтобы кто-то был моложе Аламагуса. Или глупый я? Ах, нет никого хитрее нашего Тайона. Нашего дорогого Тайона. Да, я очень-очень дорогой. Наряд на мне самый дорогой.
И у меня самые дорогие яства. Юрта у меня самая дорогая. И вещи в ней дорогие-предорогие. Ненасытная обжора ты, Аламагус. Толстый, пузатый. А наш дорогой Тарион разве похож на обжору? Ну что я сегодня съел? Всего-то 100 уток, 100 карасей, 110 оладий, 20 гусей. Что еще? А сколько жареных зайцев? 1, 2, 3, 4, 18. Забыл! Совсем изголодался. Чудесно добрая еда не идет впрок злым и жестоким. А все из-за тебя, из-за капризов твоих. Вот до чего любовь к тебе довела. Аламагуса. Аламагус не знает, что такое любовь. А я и знать не хочу. Любви не существует. Я за много тысяч лет прекрасно изучил вас, людишки. Все вы жадные, корыстные. Но зачем-то вы придумали любовь. Чувство, которое не попробовать, не пощупать и даже не укусить. Сколько стоит ваша любовь? Ха-ха-ха! Любовь! Смешно сказать, на земле, в которой ты родился. Таких хочется уничтожить Срединную, засеять леса травой и отравой, чтоб вы не поклонялись небу, а мне! Кто придет богатырь и спасет землю? Богатырь? Какой такой богатырь? Никогда не слыхал такого. А я никогда не видал такого. Нет никакого богатыря. Те случаи богатыри, что живут на срединной земельке, насмерть запуганы, по домам сидят, носа на улицу не высовывают. А те, что в нижнем мире находятся, травой и отравой дурманины, жизнь за Аламагуса готовы отдать. А может, все-таки появился богатырь? Нет его на белом свете. Что-то мне плохо стало от этих разговоров. Слуги, где моя лепешка с размером человека? Бегом за лепешкой! Быстрее! Я стану самым богатым! Самым-самым! Слуга, ты мешок взял? Что? Мешок взял, говорю. Класся! Отдам делал водораду! Все, Делал водораду! глаз, иди за мешком. Эмба! Это все глаз виноват! Бей его! Бasta! Как меня! Черт! Помните вы! Нет! А ну-ка что, не виновата? Бей его! За что? Я же очень хорошенький! Я очень миленький! И очень маленький! Вы все виноваты! Бей каждого себя и других! Давайте все вместе сходим за мешком, а то больно. Что? Давайте все вместе сходим за мешком, а то больно. Когда мы надо списать, сейчас убью тебя! Толя, Только что испугли тебя плавно, А пытай, какой горячий. давайте все вместе подуем на него. Вкусно все, как парное молоко. Надо все ему объяснить, да поторопиться, то не успеем. Давайте я объясню. Давайте. Судите все вот так. Нет, не так, а вот так. На нашей земле детство богатырь. Есть главная кухня, где живет чудо-посуда. Это мы! Чудо-посуда двигается сама по себе, умеет говорить и готовит разные блюда на мне, камельке, для, к примеру, саламат. А что такое саламат? А
Отвечай, котел. Он готовится так. Сметану добавить сливок, немного муки, поставить по вкусу. Так следует взбить утыком-мутовкой, перелить меня и поставить на огонь. Как закреплю я буль-буль. Огонь уменьшить и варить, часто перемешивать. После того, как на поверхность плывет масло, проварить еще чуть-чуть. И подать горячим во мне. Настоящий саламат – это совесть нашей кухни, а совесть и у человека должна быть горячей. А что такое совесть? Совесть – это такое чувство, что человеку становится стыдно за свои нехорошие поступки. Жители Нижнего мира совести нет, поэтому бессовестного Магуса обманом заманил Кюнейко и не отдает теперь. Погибнет бедняжка в его проклятом царстве, если ты не спасешь ее. Кто такой Аллаху? Это твоен Нижнего мира, ненасытный обжора, начал наши земли захватывать. Кто такая Кюнейко? Кюнейко, солнечная девушка, любимое солнышко наше. А сама-то красавица. Щечки розовые, как кёчек с тростником, а лицо белее сорока. А ты знаешь, как делается сорок? Нет. Дети, тихо! Да вы не забывайте о кумысе. Правильно приготовленный кумыс крепок, как правда. А честный человек всегда правду от души. И у доброго человека помыслы как молоко, чистые, белые. А умного человека котелок хорошо варит. Из ваших слов я понял, что должен спасти девушку солнца, Кюнейко, от ненасытной обжоры Аллама Уса. Победить его должен! А мы тебе поможем. Весь мешок вместо лепешки. Придут слуги Аламагуса, унесут тебя в Нижний мир. Че? Они будут думать, что я лепешка? Да. Молодец, быстро мне твоя голова. Чем мне бороться надо? Черный, либо Вот тебе моя вертушка, мутовка и ты. А что мне с ней делать? Разве поможет она мне в бою со злыми силами? И ты волшебная мутовка. В чем ее волшебство? Спешите! Слуги Аламагуса уже идут! Ой, только Там ты испытаешь и сам все поймешь. Вы! Слышь, поторапливайтесь! Лепешка же остывает! Ахари, ты у меня там не надо. я отдыхаю. Что, нарывайтесь, Дэна? Ну ладно. Ленивцы, перекур. Лепешка? Не, вроде мягкая, но местами как будто с локтями да с коленками. Плохо, кажется, ее пропекли. Представление было хорошо. Чё? Убери свои руки. Энкиты. Может, Какая палата? может, лизнём? Ворх! Ты чё? Ухо драное. Кто я? Да. Я же милый. Ты ухо драное. Ой, вы, а сами такие слабые. Софияны. Тут, да. Она, Аламагуса. Софияны, мам, отдохни. Отдыхай. Отдыхай. Не тихо, не тихо, я сделаю. Посмотрим. Ага. Ну, посмотрим, мама. Ага. Ладно, чуй, За лепешкой ходят. Я тут умру от голода. Воином каким-нибудь червячка замолишь. Пожалуй, а то совсем похудею. Скоро злоба твоя совсем тебя сожжет. Ну и невеста мне досталась. Ненавидишь меня? Ничего. А мне нравится ненависть. Не жизнь у нас с тобой будет,
Мы на Сплошное представлении. удовольствие. С утра до вечера ругаться станем. Слуги Аламагуса. Бал, хозяин, что Вау, есть хочу. кто-нибудь из нас? Из вас. Паук, завяжи-ка ей глаза. Зачем? Без того, к холму прикована. А затем, чтобы ты не видела, как я воина есть буду. Зрелище не из приятных, а я забочусь о твоих тонких чувствах. Невеста моя ненаглядная, не хочу тебя расстраивать. Видишь, какой заботливый наш Тойон, дорогой. А ты не ценишь. Почему вы такие покорные воины? Неужели трава траву, силу волю вашу напрочь поработить сумела? Вы что же сильные? У вас оружие. Могли бы уничтожить ненасытного обжору. Но, невеста без места. Ты нам ракиков не волнуй. Ну, посчиталки есть. По считалке. Так или по-другому. Все равно нас мало. Зима на земле. Нужна вам такая свобода? Не нужна. Накорми их настоем травы от травы. Напои их как следует, чтобы опять стали послушными, шелковыми. Вперед, балбесы! Пошевеливайтесь! Слышала? Не нужна твоим воинам свобода. А, конечно, слышу. Уши-то у тебя свободны. А ну-ка поторапливайтесь, бредевцы! Балбесы! Ой, медленные черепахи! Давай! Это кто? Ага, кто это? О, ты это, а ты видишь? А язык хотел лизнуть! Ага. Но я спас вашу лепешку! Это он дал вашу лепешку. Кто, я? Да кто виноват? Он виноват! Нет, он виноват! Ну-ка, глаз выйдем-ка. Давай-ка, все, давай-ка. Руку давай-ка, давай. Я. Откуда? Я богатырь. Пасы надо. Пришел бороться с Аламаусом. Салатка Кто должна. здесь Аламаус? Портахарская не новая потом. Нет, Канадская я не Бог. новая. Ты Аламаус? Нет. Вот Аламаус. Я стала быть солнечная девушка? Мне сказали, что щеки у тебя розовые. Кэллах карнет Как не тёртел. карьере. Но они у тебя бледные. Ну, представление бесенки. Мне сказали, что лицо у тебя белее сорота. Но у тебя щетина на подбородке. Потому что я давно не брилась. Ой, то есть не мылась. А почему не светишься? Потому что в море солнышко не светится. Кто приказал Аламаусу холму? Его слуги. Это не мы. Душа подсказывает мне, что кто-то здесь лжет. Не мы! Кто тогда? Он! Значит, он не есть Аламаус? Нет, я солнечная девушка. Я никогда не видел девушек. Но почему-то... Я солнечная девушка, Катайко, не сомневайся, добрый богатырь. Эти слуги наговаривают на меня. А почему они тогда приковали его? Потому что он хотел их съесть. Не верю ему. Я не знаю, кто это, но это не Кинейко. А это еще что за чудо в перьях? Как ты здесь учтился? Следом за тобой мешок на ногу. Никто и не заметил. Ну хватит об этом.
Это богатырь. Пришел спасти. Паук, ты давал воинам кровавые отравы? Дал, и они готовы отдать. Что отдать, дурень? Жизнь за тебя. Воины! На! Схватить богатыря! Всех проглочу! Тесно богатырь! Должно быть безвкусный! Лучше угодила мне хозяйка Асчит. А тебя я есть не стану. Брошу в траву отраву. Будешь самым ядовитым цветком. Но, воин, закалить богатыря! Воин, нет! Вспомни! Вспомни! Дома у тебя родители! Молчать! Отец! Какая мать! Какой отец! У тебя есть я, а не старики! Их больше нет! Я тебя одеваю, обуваю, но закалить богатыря! Войны! Уваженные дети, вспомните их! Паук, держи меч! Крути ты! О, гнусные предатели! Вы захотели богатства! Я вам дал его! Я больше не хочу богатства. Я больше не хочу воевать. Я тоже. Пожалуйста, отпусти меня! Я больше не вернусь! Уйду на среди... И больше никогда не вернусь на Срединную землю! А может отпустить? А что? Пусть катится в свою подземную страну. Он не хозяин своему слову. Какой не хозяин? Еще какой хозяин? Захочу отдам слово, захочу обратно забираю. Вот видите? Но меня-то, меня отпустите. В самого маленького паучка превращусь и уползу. И пауку не верьте, обманет. Не бейте меня! Можете делать со мной все, что хотите. Я бессмертный. Неправда! Ой, нечаянно правду сказал. Молчать, паук паршивый! Не бейте меня, воины! Никто тебя бить не собирается. Ну-ка скажи правду. Аллах Магус исчезнет, если ему придется сказать правду. А я вам его никогда не скажу. А мы это сейчас узнаем. Аламаус, ты человек? А кто же еще? Конечно, человек. Хороший человек? Добрее меня никого нету. И слово свое держать умеешь? Еще как умею. Верить ли ему? Верьте, верьте! Богатство самоцветы! Верьте, только верьте, пожалуйста! Потому что ты любишь людей? Я люблю вас! Любишь как жизнь? Да, я люблю вас как жизнь. Значит, ты любишь жизнь и хочешь жить? Я хочу жить. А-а-а!
поблагодарить.